Вся наша послевоенная история, она демонстрирует, что со стороны внешних сил, а это были значительные игроки на мировой арене, оказывалось постоянное давление на Абхазию. Мы ведь утверждали свой суверенитет и независимость вопреки всему миру. То давление, которое на нас оказывалось, хорошо неизвестно, но мы выстояли тогда. Да, и в это время действовали неправительственные международные организации, и многие приносили большую пользу. Насколько некоторые из них участвовали в политических процессах, мне трудно судить, поэтому сейчас вот этот закон, который принимается, очевидно, он как раз и будет способствовать тому, чтобы было более пристальное внимание. Ведь о чем говорится в этом законе? Он направлен именно против тех лиц, которые занимаются политической деятельностью исключительно и получают финансирование из-за рубежа. Но давайте трезво взглянем на ситуацию. То, что сегодня происходит в мире, не может не тревожить, и мы прекрасно понимаем, что и наша судьба Абхазии тоже зависит от того, что сегодня происходит на мировой арене. Так ведь? Вот. Но мы и наши союзники видим, что многие негативные процессы, которые происходят вот в некоторых республиках, они вызваны деятельностью неправительственных организаций, которые мотивируются на политические проекты из-за рубежа. Поэтому такие опасения, я не говорю, что сегодня у нас это есть, я этого не могу утверждать, но мы хотим этого избежать. И поэтому меня немножко удивляет, что многие наши представители неправительственных организаций и люди, которые работают по этим проектам, так сильно обеспокоены. Они поддались просто какой-то пропаганде, потому что, еще раз повторяю, речь идет о тех, кто занимается политическими вопросами, и там в законе прямо прописано противоречащими интересам Абхазии. Но мы что, хотим, чтобы разрешить это, да? По-моему, здесь таких людей нету, поэтому этот закон как раз именно это и регулировать должен. Мы же видим, что идет борьба, да, за переустройство мировой системы, от того, как это завершится, и судьба наша будет решаться. Правильно? И мы видим, что одним из инструментов этой борьбы является вот то, о чем мы говорим, деятельность через различные организации, неправительственные и прочее. Поэтому сейчас, именно сейчас, поэтому и возникла потребность в том, чтобы все-таки мы взяли это под контроль. Дело не только в деньгах. Что-то мы все время туда деньгах. Дело уже не в деньгах, дело в том, что мы участвуем в этой борьбе. И совершенно очевидно видим, что вот здесь, все же вы знаете, что есть попытка открыть второй фронт здесь, на юге, и создать в России новые проблемы. В этом участвуют некоторые страны, о которых я не хочу говорить, но через Грузию тоже это хотят делать. Все это вот и вызвало то, что мы именно сейчас направим свои мысли на регулирование этого процесса. Ведь у нас эта деятельность давно продолжается. Я в 1997 году стал министром иностранных дел, тогда еще вопрос этот стоял. Но мы тогда как-то лояльно подходили, потому что там люди наши работают, что-то получают, какие-то копейки. Тогда эти деньги считались, тоже люди на это жили, все как-то закрывали на это глаза. Но сейчас мы подошли к апогею этой борьбы. Не знаем завтра, что будет, потому что обсуждаем вообще здесь. Уже люди говорят об Армагеддоне, который в результате ядерной катастрофы может произойти. Не знаем, что завтра будет. Как надо защититься и пройти вот сейчас этот период, как-то очень мудро вместе всем сообщать.